гостях Юрий Всеволодович Куличкин, доцент Санкт-Петербургского педиатрического университета, активный участник медицинской экспедиции Долгун-2017. Мы прилетели сегодня из Жиганского улуса, но несмотря на это, Юрий Всеволодович изъявил желание смастерить якутский нож, чтобы помочь детям-сиротам. Да, это так, это благое дело, тем более все связано с, можно так сказать, с народными промыслами, с народными традициями. Все экологически чисто, своими руками, своим трудом. Ни одно животное при этом не погибнет. Ну, доставайте. Нагрелось, наверное. Ага. Помните, что надо крепко держать. Не так, надо полусмя, а вот так, ага. Вот так. Кладите. Сильно держите, сильно. Сильно держите. Да, вот так вот. Во-во-во. Теперь на бок поставьте, на бок, ага. То есть вдоль надо наковалить лучше. Вдоль. Ага. Только стучите, я подержу пока. Сейчас, смотрите. Стучите сильно. Там, где красная. Точно бейте, точно. Все. Немножко исправьте это просто. Бейте, бейте. Хорошо? Да. Способный ученик. Ну, спасибо. Не очень хорошо получается. Ну ничего, сейчас получится. Очень сложно. Ну, это все надо с опытом нужно. Приходит с опытом, конечно. Ну, наверное, достаточно. Попробуйте-ка. На бок, на бок. Слишком плоско не делайте, а вот так бейте. Во-во-во. Да, теперь исправьте немножко. Видите, выгнутые вот тогда. Ага. Не торопитесь. Вот так кладите. Плашмя. И немножко, не сильно. Немножко. Он мягкий. Ага, вот. И теперь кладите сам в стекло. Там можете кучку сделать из этих углей в центре. Ага. Руки осторожно. И сверху прикрыть. Ага. Когда еще придется в жизни учить доцента Петербургского университета? Я родился на берегах Лены, в городе Алекминске. Я подростком уехал в Ленинград, и, в общем, получилось так, что там и остался. Но я очень помню и люблю свою малую родину, реку Лену, республику Саха-Якутия, и всегда с радостью возвращаюсь сюда. Когда вы намеренно попали в эту экспедицию или случайно? Нет, случайности не было. Я всегда искал те возможности, которые могли бы меня привести сюда, в родные края. И если я слышал, что где-то организуется какое-то мероприятие, экспедиция, я всегда пытался находиться рядом с этими организаторами, чтобы меня заметили, приметили и привлекли к разным мероприятиям. И расскажите, пожалуйста, как вы попали в Долгун, в экспедицию? Это проходит уже 5-й раз, да? Да, это пятая экспедиция. С самого начала были, да? Да, я с самого начала. Но это все благодаря, конечно, Альбине Владимировне, потому что она меня поразила своим энтузиазмом, своим патриотизмом, своей порядочностью, своими высокими профессиональными способностями, которые крайне необходимы вообще для любого дела, а тем более для такого сложного, как экспедиции Долгун.
Так, ага. Буквально час назад мы вернулись с экспедиции, которая длилась около 2 недель и охватила труднодоступные поселки, населенные пункты Вилюйского района, куда падают ступени ракет, и Жиганского северного района. Мы полностью его охватили же, да, Жиганский район? Да. Вы врач-педиатр? Да, я врач-педиатр. Я врач-педиатр, и поэтому эта идея сразу меня привлекла, потому что она имеет высоко гуманистические принципы. Идея эта светлая, ну а тем более связана не с тем, что можно купить, обменять, как-то заработать, а именно своими руками сделать. Она действительно такая от наших предков, от той доброты, которая заложена во многих людях, и в которой нуждаются эти обездоленные дети, которым, конечно, все мы должны помогать. Да, я был хирургом, я ученик, я горд этим, что я ученик великого Баирова Гиря Ильича, детского хирурга, лауреата государственной премии, академика Академии наук, к сожалению, ушедшего от нас уже в мир иной, но мне посчастливилось закончить институт тогда педиатрический в его группе. Это один из моих непосредственных учителей, как в профессии, так и в жизни. А ваша сфера научного интереса в чем? Как она называется? Ну, сфера, конечно, в первую очередь, это педиатрия. Вообще медицина, неотложная медицина в том числе. Вы еще реаниматолог? Я анестезиолог-реаниматолог. Древняя мудрость говорит о том, что человек не устает смотреть на следующие вещи. Смотреть долго не уставая. Это на огонь, на воду, на звезды. Ну, есть еще одно добавление. На работающих людей. А на женщин? Ну, на женщин. Женщины, конечно, прекрасные, но все-таки изначально у мужчины на первом месте это его дело, его род занятий, его увлеченность, которая, конечно же, должна быть подкреплена какими-то эмоциональными переживаниями. Ну и, конечно же, если они связаны с природой, прежде всего огонь, вода, земля, небо, звезды, вот, он тогда может добиться очень больших результатов. Ну и после этого, конечно, у него образуется семья, любимая женщина, ради которой он будет вновь воодушевленно созерцать на окружающее и творить, творить, творить. Очень хорошо сказали. Вот видите, как ваша кузница воодушевляет. Это как раз одно из подтверждений. Насмотрелся на огонь. Да. Вот именно так наши предки ковали. Не нажимайте. Оно по своим весам должно идти.
Юрий Всеволодович, расскажите, что мы сделали? Да, вот мы сегодня сделали большое дело, для меня это впервые. Я получил начальное образование по ковке металла и также работа с костью мамонта. Вот это будет такой медицинский крестик, который будет на рукояти, да? На рукояти, да, будет погружен в кап березы и обточен. И мне кажется, что это будет очень символично, красиво, и самое главное, что я приложил к этому свою руку с вашей помощью. Думаю, что это для меня очень полезный опыт. Хорошо. И наш нож будет продан на аукционе. Средства, вырученные от этого ножа, пойдут на благотворительность детям-сиротам. Да? Да. Это главная цель нашего труда. В заключение скажите, пожалуйста, как сохранить здоровье детей? Какие вы советы могли бы дать родителям? Ну, здесь, конечно, очень много и долго можно говорить, но мне хочется сказать главное, что ребенок – это не копия, уменьшенная копия взрослого, это постоянно изменяющийся организм. То есть в каждом из наших детей заложена та программа, которую мы получили от своих предков. И эта программа, она как в спирали раскручивается, заставляя организм постоянно изменяться, детский, совершенствоваться и взрослеть. К сожалению, бывают моменты такие, которые приводят к сбою программы. Иногда это и влияние внешней среды, иногда это заложенное в каком-то генетическом аспекте дефекты, иногда это образ жизни и так далее, и так далее. Но во всяком случае, конечно же, за каждым этапом развития ребенка необходимо следить родителям. Это наша святая обязанность. Меня удивляют те родители, которые, имея пусть даже доброе увлечение, например, домашними животными, собаками, кошками, там, я не знаю, может быть, даже кто-то разводит бабочек, кроликов, и придя к ним домой, можно увидеть на полках очень много фолиантов, посвященных развитию животных, размножению кроликов, там еще чего-то, и ни одной книжки по педиатрии. Думая, может быть, ошибочно о том, что главная их задача выполнена, они дали жизнь этому человечку, но понятное дело, что ребенок – это вклад, основной вклад каждого из нас в будущее, в будущее время, которое, в свою очередь, будет произрастать новыми и новыми поколениями. Как говорил академик Вернадский, стрела времени летит в изменяющемся мире. И так вот это прежде всего и касается ребенка, он постоянно изменяется во времени. И каждый отрезок его жизни, он сопряжен с теми или иными опасностями. Ну, грубо говоря, каждый знает из нас, что жизнь ребенка делится, это грудничковый возраст, ранний ясельный, да, ясельный, предшкольный, школьный, пубертатный, предпубертатный, пубертатный возраст, подростковый. И в каждом из этих отрезков жизни существуют определенные риски, которые, конечно же, нужно знать родителям. Если говорить о младенчестве, то тут речь идет прежде всего о режиме сна и отдыха, о питании, о тактильном общении с ребенком, о психологическом взаимодействии с ним. Если это говорить о подростковом периоде, там, конечно, больше психологии, ну и так далее. То есть все эти моменты, если они оказываются недостаточными, отработанными родителями, они могут, конечно же, влиять на рост и развитие ребенка, на качество его жизни.
И как быть родителем? Как? Родителям, конечно, советы. Да, прежде всего нужно быть наблюдательными, понимать ответственность, что это не домашнее животное, это не их прихоть и наслаждение считаться родителями, но это в первую очередь их ответственность за здоровье ребенка, за физическое и психологическое. Ну а для этого нужно, конечно, много читать, много разговаривать. И если есть вопросы, какие-то, может быть, замеченные проблемы, то обращаться к специалистам, не откладывая в долгий ящик. И возвращаясь к экспедиции, вот мы объездили 2 района, и как вы оцениваете состояние детей в этих районах? Я хочу сказать, что многие дети из тех улусов, наслегов, в которых мы побывали, они, конечно же, отличаются, например, от детей Санкт-Петербурга. Крепость здоровья, да, и, в первую очередь, конечно, психологического. Дети более самостоятельные, более подготовленные к трудностям жизни, и, конечно же, у них меньше различных тревог. И это, наверное, закономерно, и в то же время вызывает восхищение, потому что это дети, которые, как опять же ни странно, больше подготовлены к взрослой жизни. Ну, есть, конечно, и моменты, которые можно отнести к удаленности этих населенных пунктов от центра, от каких-то центральных городов и поселков. Много встречается кариеса, это говорит о том, что проблема стоматологии в республике еще не решена полностью. Ну, конечно же, это все зависит не только от Минздрава, это общая такая государственная проблема, которая существует в России, да и во всем мире, пожалуй. Но того самого пугающего, что нам говорило население, связанное с падением ступени ракет, конечно, мы ничего подобного не нашли. И более того, измеряя в том числе и радиационный фонд, мы, к удивлению своему, обнаружили, что он в 2 раза ниже, чем в Санкт-Петербурге. Да. То есть у нас экологичнее, чем у вас экологичнее, да. У вас экологичнее, это без всякого сомнения. И, пожалуйста, вот насчет хобби. Хобби должно быть у человека. Хобби должно быть. И как оно влияет на здоровье? Хобби, безусловно, влияет на здоровье очень положительно, потому что прежде всего психологическая разгрузка. Это, на мой взгляд, должно быть у каждого человека. Человек – социальное существо. Человек не может быть один. Для того, чтобы быть успешным в социальном обществе, он должен иметь какие-то увлеченности, в которых должен преуспеть по сравнению с другими. Это основная черта каждого мужчины, который должен стремиться к совершенству. Пусть даже в одном или в нескольких своих каких-то делах, увлечениях и так далее. Понятное дело, что все мы выбираем работу, которая в большей степени нам нравится, мы образовываемся в этом смысле, но человек всегда ищет что-то еще и еще, то есть стремление к самопознанию, к самосовершенствованию, оно бесконечно, и, конечно же, это преодоление себя, это удивление, способность удивлять мир, в который мы пришли, и удивлять друзей, людей и так далее. Это все приносит определенные эмоциональные дивиденды, от которых человек, в общем-то, начинает себя уважать чуть больше. А это немаловажно, потому что самооценка у нас должна быть чуть-чуть завышенной для того, чтобы быть уверенным в этой жизни. Плохо, когда она слишком завышена. Это, конечно же, нонсенс. Но еще хуже, если она занижена. Да. Вот. А хобби как раз помогает быть вот на той именно йоте этой шкалы, которая помогает жить, совершенствоваться и быть оптимистом. И в 3 словах ваше пожелание населению Якутии. Больше заниматься любимым делом, любить свою республику, любить своих близких
и все у нас получится. Спасибо большое.